Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня тема у нас виртуальные справочные службы, современные подходы, возможности и практика. Так, какие вопросы мы сегодня рассмотрим? Электронное библиографическое обслуживание, виртуальные справочные службы, какие они бывают, да, виды, формы организации, требования к качеству виртуального библиотечного сервиса и новые интерактивные элементы рассмотрим, какие у нас появятся на новом сайте Национальной библиотеки на страничке «Виртуальная справочная служба». Электронное библиографическое обслуживание. Какие были предпосылки для формирования модели электронного обслуживания? Почему, по сути, именно справочное библиографическое обслуживание было впереди? Именно первые какие-то новые технологии были внедрены в справочно-библиографическое обслуживание. Потому что были уже разработаны, у библиотек были электронные каталоги, то есть автоматизация библиотечных каких-то процессов, АБИС, электронные каталоги в библиотеках были. Виртуализация социального пространства. По сути, библиотеки, естественно, находятся не в каком-то изолированном пространстве. Если люди уже пользуются какими-то виртуальными онлайн-услугами банков, есть какое-то удаленное образование и так далее. То есть люди привыкают ко всем этим сервисам. Библиотеки, естественно, тоже должны быть готовы к тому, что от нас будут ждать именно примерно на том же уровне какие-то библиотечные сервисы, несмотря на то, что, возможно, не всегда у нас есть финансовые возможности и так далее, но у людей уже какие-то современные ожидания. Изменение образа жизни клиентов, их высокая занятость. Если раньше студенты у нас учились, вечером приходили и сидели допоздна в нашей библиотеке, сейчас, естественно, студенты это чаще всего, они утром учатся, вечером работают. Про работающих людей уже и говорить нечего, поэтому многое хотят люди получить от нас уже удаленно. Отток читателей из библиотек, поиск новых форматов библиотечного обслуживания. Отток, естественно, был читатель это по многим причинам, и потому что у нас не всегда мы уже соответствовали, не всегда у нас были какие-то книги, какие нужны были читателям. Как сейчас читатели наши любят говорить, в интернете все есть. Соответственно, мы тоже должны как-то или их иногда разубедить, доказать, что даже в этом интернете нужно уметь искать, или, опять же, предлагать им какие-то удобные библиотечные сервисы. Ну и пандемия, то есть те библиотеки, которые даже не начинали, может быть, хотя я думаю, что таких практически нет, работать удаленно. Пандемия заставила искать какие-то выходы к своим читателям уже с помощью интернета. И какие тенденции развития на сегодняшний день библиотечно-информационного обслуживания. Реализация принципа «виртуальный пользователь должен быть обслужен не хуже пользователя реального или наоборот». Мы понимаем, что неважно, если к нам читатель обратился, пользователь, то мы также обслуживаем его, как и наших постоянных, например, читателей. Даем ему полную информацию, какая ему нужна, и стараемся сделать, чтобы это было ему удобно, эту информацию получить. Персонификация, предоставление информационных продуктов. Но удаленно, безусловно, это делать сложнее, потому что не всегда человека мы знаем, кто к нам обращается, поэтому понять, какую все-таки ему нужную информацию, бывает сложно, но стремиться нужно. Предоставление библиотеками своим пользователям информационные ресурсы других организаций. Ну, здесь понятно. То есть появились не какие-то национальные электронные библиотеки Российской Федерации, региональные национальные библиотеки тоже
создали свои национальные электронные библиотеки. Существуют электронные библиотечные системы. Нашим читателям мы предоставляем, получается, не только доступ к своим ресурсам, но, как здесь сказано, и ресурсам других организаций. Необходимость в экспертизе информационных потоков. Пользователям нужна высококвалифицированная помощь в поиске актуальной, достоверной и полной информации. Здесь, безусловно, лучше библиографов никто не может оценить действительно актуальность и достоверность информации, поскольку пользователи часто находят в интернете информацию, которая не соответствует действительности. У библиографов в этой области опыт есть. Они знают, какими ресурсами стоит пользоваться, каким ресурсам стоит доверять. Рост требований к библиотечным специалистам, расширение необходимых базовых компетенций. Но в данном случае, безусловно, это все-таки знание компьютерных всех информационных технологий, без которых сегодня уже никуда. Каким образом вы смогли, собственно, ваши компетенции вам позволили подключиться сегодня в Zoom и так далее. Всему этому мы каждый день учимся. И объединение усилий библиотек по обслуживанию удаленных пользователей. Создаются какие-то корпоративные проекты, в которых библиотеки участвуют. Далее мы немножко об этом тоже поговорим. Что же такое электронный библиотечный сервис? Что под ним мы понимаем? Это профессиональная сфера деятельности, направленная на удовлетворение информационных потребностей пользователя библиотеки путем оказания услуг, организованных посредством использования дистанционных компьютерных технологий. И, собственно, все эти библиотечные сервисы и продукты мы, конечно, сегодня очень хорошо знаем. В первую очередь это виртуальная справочная служба, и электронные рассылки, групповые, массовые, сервисы индивидуальных библиографического информирования, электронная доставка документа ДД и МБА, и библиографические услуги для докомплектования библиотеки. В данном случае это еще далеко не на всех сайтах библиотек установлены какие-то страницы, где читатели могут написать, какую книгу они не нашли в электронном каталоге библиотеки и считают, что библиотека должна докомплектовать эту книгу. Что мы понимаем под виртуальной справочной службой? Это служба, которая функционирует с помощью электронных технологий и выполняет библиографические, фактографические запросы по всем отраслям знаний для удаленных пользователей. Под виртуальной справкой мы понимаем справку, которая выполнена в удаленном режиме, как ответ на разовый запрос удаленного пользователя, который включает библиографическую или фактографическую информацию и выполняется в электронном виде. Может содержать список литературы, ссылки на полные тексты документов, которые представлены в интернет, или полнотекстовые базы данных. Каким принципам основным придерживаются, по сути, все виртуальные справочные службы на сегодняшний день? Это общедоступность, бесплатность, оперативность, конфиденциальность, то есть мы, естественно, если к нам обращается читатель, персональные данные видит только библиограф, и это не должно быть видно на сайте библиотеки. Корректность взаимного общения, как это иногда сложно не бывает, часто не очень корректно, конечно, не часто, но бывает, что пользователи не очень корректно пишут какие-то сообщения, запросы, но нужно найти в себе какие-то способности ответить при этом корректно. Обслуживание всех пользователей, обратившихся независимо от того, являются они вашими читателями или нет, где-то они в вашем регионе проживают или где-то, может быть, даже в другой стране.
Какие бывают формы виртуального обслуживания, где, собственно, на каких площадках организуется виртуальное обслуживание на сегодняшний день библиотеки? Крупные федеральные, региональные библиотеки обслуживают и на региональном портале государственных услуг. Для этого они получают ключи и могут, если какие-то люди пытаются через портал госуслуг задать нам вопросы, мы тоже там отвечаем их. В основном это там наличие книги в библиотеке конкретно в нашей, или доступ к полнотекстовым каким-то ресурсам. Естественно, на сайте самой библиотеки, в социальной сети и через мессенджера. Сейчас большинство библиотек тоже используют эту удобную форму для обслуживания своих читателей. Возможно, она не так распространена среди крупных библиотек, но среди муниципальных, массовых, сельских библиотек, безусловно, это одна из самых перспективных форм обслуживания. Далее мы не будем просто останавливаться на обслуживании в социальных сетях. Все-таки до сих пор считаю, что наиболее успешно реализует свое обслуживание в социальной сети Российская национальная библиотека. Как считаю, опять же, залог их успеха еще в том, что у них выделено отдельно на их страничке ВКонтакте обсуждение вопроса библиографу. Людям понятно, какие вопросы они могут задать, собственно, да. И если вы видите на презентации, это скрин я делала достаточно давно. На тот момент еще там было 1600 сообщений. То есть, безусловно, это удобно и читателям, и подчас удобно библиографу, потому что он уже видит в профиле читателя, кто это задает вопросы, соответственно, более релевантную информацию может предложить пользователю. Какие, собственно, бывают виртуальные справочные службы? Сейчас поговорим немножко о классификации. По разным признакам их делят в первую очередь на синхронные и асинхронные. Синхронные – это когда библиотеки обслуживают в реальном времени. Это могут быть какие-то чаты, мобильные в том числе обслуживание через мессенджеры, видеотелеконференции. Асинхронное, которое более распространено, безусловно, через какие-то веб-формы на сайте и электронную почту. При асинхронном обслуживании читатель получает ответ на запрос через какой-то отрезок времени. Как пример синхронного обслуживания здесь приведен чат Свердловской областной универсальной научной библиотеки Белинского. Очень многие сейчас библиотеки на своих сайтах устанавливают вот такие бесплатные программки, назовем их, JavaSite. Есть платные версии, есть бесплатные. То есть библиотекари часто, конечно, библиотеки используют бесплатную версию, где они могут ответить быстро на запрос пользователя. Библиограф видит только имя, видит электронную почту, то есть он может ответить, если что-то его там задержало, он может ответить не в чате, а напрямую или на телефон, или на электронную почту, и иногда видит, с какой страницы задает запрос. То есть пользователь зашел на сайт библиотеки, на какую-то страницу у него возникли какие-то вопросы, и для библиографа это, конечно, очень важно, когда он видит путь пользователя по сайту, что его интересовало. Опять же, это дает какое-то представление, уточняет его запрос, потому что иногда пользователи
так формулируют, что не всегда бывает понятно, собственно, о чем спрашивают. И когда ты смотришь, с какой страницы он начал, собственно, диалог с тобой, тебе бывает как-то более понятно. В платных версиях там дополнительные функции появляются, то есть библиограф видит, из какого региона человек, предположим, из Екатеринбурга там, или понимает, что соответственно, может уже построить ответ свой, не сказав, что да-да, приходите к нам, мы работаем со стальки-то до стальки-то, а уже скорректировал свой ответ, понимая, что человек не может лично прийти в библиотеку. Или вот бывают такие, на примере муниципальной библиотеки, центральной муниципальной библиотеки имени Некрасова города Ижевска, используют виджет ВКонтакте сообщение сообщества. Тоже можно бесплатно установить на своем сайте. Ответ может человек получить уже, ответ прочитать он может у себя на странице ВКонтакте. То есть, если даже библиограф отвечает не сразу, в любом случае, и человек уходит с сайта, то человек в любом случае прочитает ответ от библиографа. Исходя из отраслевой специализации, виртуальные справочные службы делятся на универсальные и специализированные. Универсальные, понятно, отвечают по всему спектру тематических запросов, а специализированные сразу оговариваются, по каким отраслям знания они принимают запросы. Как пример универсальных онлайновых служб, здесь на слайде представлены странички Российской национальной библиотеки, корпоративной службы виртуальной справочной службы Корумп и library.ru, первая виртуальная справка. Ну и такие, собственно, универсальные службы в основном у всех федеральных и региональных библиотек России. Специализированные. Здесь приведены примеры виртуальной консультации патентоведа в Архангельской областной библиотеке и справочная служба русского языка. Безусловно, специалисты узкие, они предпочитают, если именно эта тематика, обращаться в эти службы, поскольку там работает человек, который именно в данном вопросе является специалистом и может дать более квалифицированный ответ, нежели библиограф, который работает по всем отраслям и, безусловно, не может во всех областях быть специалистом. Еще один пример, например, юридическая консультация Кемеровской областной библиотеки, и у нее же «Спроси предметного библиотекаря». 12 – это 12 библиотекарей по разным тематикам. Когда мы слушали вебинар с Матвеевой из Челябинского института культуры, она сказала, что я, говорит, всегда рекомендую обращаться именно туда. Опять же, с той мыслью, что если человек работает именно по данному направлению, только он действительно даст высококвалифицированный ответ. С другой стороны, универсальные виртуальные справочные службы – это не значит, что один библиограф готовит ответ. Существует чаще всего администратор виртуальной справочной службы, и он распределяет какие-то запросы между библиографами, отраслевиками. Все зависит, конечно, от этого администратора, насколько он грамотно распределит запросы, ну и от специалистов, которые оперативно смогут ему выслать ответ. Потому что, конечно, плюс в данной специализированной службе, что здесь персональная ответственность каждого библиографа, а когда администратор посылает запросы отраслевым библиографам, они не всегда оперативно отвечают ему, и, конечно, может быть, качество страдает.
Еще один пример – это скорая помощь библиографа-краеведа. Виртуальная эта справочная служба размещена у Красноярского края, универсальной библиотеки, и виртуальная краеведческая справочная служба Томской универсальной библиотеки. По форме представления ответа виртуальные справочные службы делятся на интернет-ориентированные и библиографически ориентированные. Интернет-ориентированные службы, где в качестве ответа на запрос выступает ссылка на интернет, какой-то источник, без какого-то внимательного отношения к библиографическому описанию данного ресурса. И с ориентацией, конечно, что пользователи находятся не в твоем регионе. Сотрудники не приглашают в библиотеку. Их задача дать более релевантную информацию, которая будет доступна с любой точки, например, России. В качестве примера это оператор виртуальной справочной службы library.ru. Библиографически ориентированные службы, их пользователи нацелены на получение не столько полнотекстовой, сколько библиографической информации. Ответы на запросы более разнообразные по форме и включают библиографические списки. Как пример, по сути, также большинство библиотек России или в данном случае служба «Спроси библиографа» на сайте Российской национальной библиотеки. Ну и еще одна классификация по формам организации виртуальных справочных служб. Существуют корпоративные службы. Как пример, самая крупнейшая – это корпорация универсальных научных библиотек. На сегодня Корумп. И на сегодняшний день в этой службе принимают участие 33 библиотеки, каждая из которых, конечно, имеет на своем сайте свою виртуальную справочную службу, но дает ответы и там. Безусловно, тем более, что это служба организована, собственно, Российской национальной библиотекой, то есть там разработана определенная методика, библиографы следуют единообразию ответа, и отслеживается примерно уровень этого ответа. Ответы бывают очень квалифицированными, и достаточно часто мы отправляем, если не можем дать ответ своим читателям, именно на эту службу. Ну и еще как форма организации, это, конечно, служба отдельных библиотек. Следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это требования к качеству виртуального библиотечного сервиса. В последнее время уже, в принципе, и виды, формы виртуальных справочных служб устоялись. Опыт достаточно большой, и на страницах специализированных библиотечных журналов поднимается уже вопрос о том, что должен быть какой-то определенный уровень качества предоставления услуг удаленным пользователям. Пока в качестве таких показателей качества называются время. Если в вашем положении виртуальной справочной службы говорится о том, что вы выполняете свои вопросы, отвечаете на вопросы в течение 2 дней, то вы должны, конечно, соблюдать это время. Полнота и релевантность ответа. И следующее, доля отказов в общем объеме выполненных справок не должно превышать 10%. Пока вот среди специалистов вот данные показатели называются. На сегодняшний день виртуальные справочные службы предоставляют стандартный набор услуг. Это может быть ответ на фактографический запрос с указанием источника, тематический список документов, который должен быть, по мнению специалистов, именно быть в алфавитном порядке, пронумерованным. Иногда бывает, конечно, что ответы приходится, сам запрос предполагает, что ты должен предлагать источники не по
как я сейчас говорила, в алфавитном порядке представленных, а именно по релевантности. То есть вот какой-то данный источник более вам подходит этому пользователю, а следующий источник дополняет какой-то вот аспект. То есть приходится иногда отходить от этого именно списка. Далее библиографы предлагают ссылки на источник информации в интернете для самостоятельного извлечения информации. Полное обязательно библиографическое описание необходимого документа, не просто ссылка на полнотекстовый источник, и сведения о наличии документов в библиотеках. Не только это, может быть, и нашей библиотеки, например, а и в других библиотеках города или республики, или, может, даже России. То есть какие-то ссылочки мы даем на другие службы. Могут библиографы давать и консультации методического и библиографического характера. Чаще всего такие консультации можно встретить в федеральных, опять же, библиотеках РНБ, РГБ. Библиотекари обращаются на виртуальную справочную службу с такими вопросами, как, например, как правильно описать такой-то источник с учетом особенно новых каких-то ГОСТов, которые на сегодняшний день выходят. Там специалисты, особенно Российской национальной библиотеки, дают очень полезные советы. Мы часто достаточно пользуемся этой их услугой. Так, по сравнению с традиционным, конечно, виртуальное справочное обслуживание в библиотеках имеет следующее преимущество. Возможность охватить более широкий круг пользователей, увеличить продолжительность времени приема запросов. То есть, если пользователю удобно нам написать 2 часа ночи, мы, конечно, прочитаем его утром, но, по крайней мере, уже будем готовить ему ответ. Расширение спектра средств коммуникации, как мы уже перечисляли, можно будет с нами связаться сегодня уже и через интернет, и через мобильный телефон и так далее. Повышение уровня удовлетворения ожидания пользователей. Ну и часто плюсом большим является виртуальное справочное обслуживание, является бесплатным сервисом. Это у нас заметил наш отдел МБА. Когда они обращаются, например, к сотрудникам отдела МБА Российской государственной библиотеки или Российской национальной библиотеки, то за уточняющие какие-то справки с нас берут деньги. Если мы обращаемся в виртуальную справочную службу этих же библиотек, то это же самое, собственно, эту же самую информацию мы получаем бесплатно. И существуют уже на сегодняшний день какие-то стандартные требования к виртуальной справочной службе, к страничке, что там должно быть обязательно положение о виртуальной справочной службе, архив выполненных запросов, который можно искать по каким-то ключевым словам, тегам, навигаторы по удаленным ресурсам и методические рекомендации для самостоятельного поиска пользователей. Форма запроса пользователя должна предусмотреть всю необходимую информацию для выполнения запроса и предоставление возможности оценки ответа пользователям с комментариями. На сегодняшний день люди привыкли, что они могут оценить информацию какую-то, ту, которую они читают, могут прокомментировать каким-то образом. То есть библиотеки должны на своих страницах эту возможность пользователям давать. В качестве примера архива выполненных запросов. У нашей библиотеки он достаточно скромный. Мы по основным каким-то отраслям разбили наши там социология, экономика, культура и так далее. То в федеральных крупных библиотеках, ну и некоторых региональных архив предполагает достаточно дробное разделение запросов. Вот в качестве примера привожу Российская национальная библиотека. Только по библиотековедению, библиографии вы видите, сколько у них подразделов.
Соответственно, когда специалисты, именно, безусловно, в данном случае узкие специалисты смотрят что-то по своей теме, они вполне, им этот архив может пригодиться. Поиск в архиве выполненных запросов. Конечно, большинство библиотек на сегодняшний день этот поиск предусмотрен, но еще не у всех. Читатели, опять же, привыкли, наши пользователи, что как ищут они в интернете, набрали какое-то ключевое слово, тег, который соответствует теме их, которые их интересуют, и они могут уже отобрать то, что какие были уже предыдущие запросы на эту тему. И самим библиографам удобно, предположим, если они помнят, что был уже такой ответ, и можно уже не дублировать этот ответ, а дать просто ссылочку, что по данной теме ответ был размещен тогда-то, тогда-то, и очень хорошо, когда у библиотеки есть еще номера запросов, то есть можно ссылочку сделать на номер. Форма запроса. Ну вот, к сожалению, мы такой формой похвастаться не можем на нашем сайте. Мне нравится форма запроса, например, Национальной библиотеки Республика Мордовия. Имя, безусловно. Что мне нравится? Что у них есть такая графа, если вы не являетесь читателем нашей библиотеки, то еще и укажите населенный пункт, где вы находитесь. Ну, опять же, о чем я говорила, что библиограф понимает, что ему нужно сориентироваться на человека, который не может лично прийти в библиотеку, то есть он уже будет больше работать с какими-то полнотекстовыми ресурсами и работать уже с каким-то электронной доставкой документов и так далее. Цель запроса, безусловно, это тоже очень важно, чтобы пользователь указал, поскольку иногда в запросе не бывает понятно, кто к тебе обращается, или студент первого курса, или специалист, который уже в данной области понимает, то есть ему уже более какие-то узкие нужны вопросы. И не всегда в форме виртуальной справочной службы можно уточнить этот запрос. Вот Челябинский, опять же, Институт культуры проводил исследования. Студенты задавали вопросы на виртуальных справочных службах региональных библиотек и отслеживали, уточнят ли их запрос или не уточнят. Они пришли к выводу, что там, видимо, практически стопроцентно библиографы не уточняли вопрос. Практики, безусловно, знают, как важно уточнить запрос у читателя с самого начала, чтобы понимать, какую информацию ему действительно необходимо дать. Но опять же, практики знают, насколько сложно именно в рамках виртуальной справочной службы уточнить, поскольку время очень ограничено, и не всегда по какой-то причине люди идут на связь. То есть, если ты уточняешь вопрос по электронной почте, ответа чаще всего не получаешь. И поэтому, чем более продумана, разработана эта форма запроса у вас на сайте, тем, безусловно, лучше. Это облегчит и вашу работу, и более удовлетворенные будут ваши пользователи. Вот следующее. Ну и о чем мы говорили? Конечно, желательно, чтобы были навигаторы и методические какие-то рекомендации на страничке виртуальной справочной службы. Мне нравятся навигаторы и методические рекомендации, которые разместили коллеги из Белинки, Свердловская областная библиотека. У них есть рекомендации, как работать с электронным каталогом, как осуществлять поиск на платной основе, путеводитель по поиску библиографической информации, правовой информации, информации по экологии. Вот пример, например, путеводителя по поиску библиографической информации. Здесь можно увидеть, найти книгу, найти журнал, найти статью, то есть какие-то вот именно нюансы для поиска. Безусловно, это для читателей очень важно. Новый сайт.
Как нам сказали, вот сейчас пройдет открытие библиотеки с 16 по 18 сентября. И уже после 20 чисел все-таки будет запускаться новый сайт. Сейчас я буду говорить конкретно о виртуальной справочной службе. Какие изменения будут? Самые важные, так скажем. Во-первых, находится она, вы видите, будет доступ к ней слева, среди прочих услуг нашей библиотеки. И, что важно, нужна будет авторизация. Мы знаем, что не всегда нашим пользователям удобно авторизовываться на каких-то сайтах, но если вы постоянно будете пользоваться нашими услугами, я думаю, что где-то у вас этот логин, пароль сохранится, это будет не так уж и неудобно, поскольку предусмотрены будут какие-то для вас удобные, опять же, вещи. Ну и как коллегам вам понятно, что мы все хотим посчитать всех наших читателей, статистика нам тоже очень важна. Итак, мы авторизуемся. Также можно авторизоваться через какие-то профили в социальных сетях. Можно придумать логин и пароль, пройдя регистрацию, или в данном случае, опять же, если вы уже зарегистрировались, просто завести логин, пароль, запомнить вас, и вы уже без каких-то для вас неудобств будете заходить в свой личный кабинет. Если вы проходите регистрацию, необходимы будут следующие сведения. В принципе, стандартные, то есть вы указываете свое имя, придумаете логин, пароль, указываете адрес электронной почты, все. Больше никаких, собственно, персональных данных мы от вас ждать не будем. На сегодняшний день, вот что, какой скрин я смогла снять, пока вам демонстрирую. Примерно так будет выглядеть ваш личный кабинет. То есть здесь будет ваша информация, когда вы последний раз заходили, ваши почты и так далее, и какими, собственно, услугами вы можете воспользоваться. То, о чем мы сегодня с вами говорим, виртуальная справочная служба, то есть вы можете нажать сюда и с личного кабинета, переходя, задать вопрос уже в виртуальную справочную службу. Оформить какие-то информационные подписки, если вы еще не оформили. Оформить заказ на ЭДД, электронную доставку документа. Возможно, воспользоваться какими-то полнотекстовыми ресурсами, доступ к каких-то ЭБС, о которых вы не знали, что у нас есть возможность дать вам пароль. То есть, по сути, мы попытались предусмотреть самые интересные какие-то сервисы для вас, какие вам будут интересны, вы увидите их в личном кабинете и сможете быстро записаться. Далее, какие, собственно, интерактивные элементы, о которых я говорила. Первое, вам видно здесь, например, я подчеркнула, написано «один ответ». То есть вот библиограф Национальной библиотеки ответил на запрос. Мы видим один ответ. Что это значит? Это значит, что предусмотрен, что кто-то может ответить еще. Это придумали наши автоматизаторы. То есть в данном случае инициатива шла не от библиотекаря, а от них. Мы хотим пойти на эксперимент. Ответ можете дать, например, вы. Если, предположим, особенно краеведческой какой-то тематики был запрос, и столкнувшись с тем, что Национальная библиотека дала вот такой ответ, а у вас есть дополнительная информация, вы сможете на нашем сайте дать свой ответ, что есть информация, предположим, о такой-то, такой-то персоне, что она вот жила там-то, там-то и так далее. Этот ответ может дать и любой, собственно, пользователь, если он считает, что библиограф не полностью раскрыл тему, и что он как специалист, посвященный, вполне может дать какое-то дополнение.
Посмотрим, как у нас этот эксперимент поработает, сработает ли вообще. Но нам, в принципе, интересно. Вот о чем мы говорили в начале, что библиотекари должны предусмотреть возможность для пользователей какой-то обратной связи. Вот в данном случае мы пытаемся реализовать этот принцип, чтобы читатель смог оценить наш ответ и, возможно, прокомментировать его. Здесь я подчеркнула, что в данном случае пока, конечно, у нас указано, что Национальная библиотека Удмуртской Республики дала ответ, но далее, например, на данную тему мы будем видеть, что, например, какой-нибудь там Николай дал такой-то ответ, или Граховская библиотека дала вот такой ответ на данный вопрос. Посмотрим. У нас несколько было случаев, когда мы, например, давали ответ в 2015 году, на тот момент информация была вот определенная, вот такая. Мы дали ответ. Естественно, мы архив своих ответов уже не смотрим. И где-то в 2019 году человек написал нам гневное письмо о том, что мы вводим в заблуждение многих людей, поскольку при определенном запросе выходит ответ нашей виртуальной справочной службы, а он считает, что мы ответили не полностью. Вот как раз у таких людей появится сейчас возможность писать не гневные письма, а может быть это какие-то конкретные, дополнять какой-то конкретной информацией наши ответы. Я в конце презентации даю контакты, поэтому даже не телефона библиотеки, а свой даю телефон. Можете обращаться через Viber, WhatsApp или на электронную почту, я ее удаленно читаю. Если у вас будут какие-то конкретные вопросы, предлагаю или сейчас в чате написать, или опять же задать по тем вот контактам, что я указала. Спасибо за внимание.